Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль УФА». В этом выпуске. Житель Башкортостана изобрел устройство, которое могло бы спасти немало жизней. В Стерлитамаке погибли двое мужчин. Предположительно, ДТП произошло из-за гонки. В Уфе девушка уснула за рулем и врезалась в автобус. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане погиб пьяный водитель. ДТП произошло утром 16 июня в Белебеевском районе на 10-м километре автодороги Белебейного-Семенкино. По предварительным данным, 22-летний местный житель за рулем ВАЗ 10-й модели, не имеющий водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 24-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи. Ранее в Стерлитамаке произошло еще одно смертельное ДТП. По информации Республиканской госавтоинспекции, авария произошла на проспекте Октября в ночь с 14 на 15 июня. Автомобиль марки Ford Mondeo под управлением 20-летнего местного жителя въехал в столб. В салоне американской иномарки также находился пассажир, сверстник водителя. По предварительным данным, машина выехала на полосу встречного движения, а от нее на обочину, где и врезалась в опору линии электропередач. От сильнейшего удара двое молодых людей скончались на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. По сообщениям очевидцев, маневр, который совершил юный водитель, был вынужденным, поскольку иномарку подрезал ВАЗ 14-й модели, впоследствии скрывшийся во дворах. Не исключена и версия с гонкой, которую могли затеять водители обеих автомашин. Еще одно трагическое ДТП произошло на автодороге Уфа-Инзер-Белорец, где лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 10-й модели и Део Nexia. В результате аварии погибли пассажиры иномарки. По предварительным данным, водитель Nexia выехал на полосу встречного движения, по которой двигалась отечественная легковушка. Глядя на груду металла, в которую превратились оба автомобиля, трудно представить, что в них кто-то мог уцелеть, однако помимо водителей выжил еще и ребенок. Чудом, спасшим жизнь маленькому пассажиру, стало детское удерживающее устройство. Подробности аварии уточняются. В Башкортостане менее чем за сутки под колесами автомобилей погибли два человека. Ночью 17 июня в Иглинском районе на 1509-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск 28-летний местный житель за рулем Citroёn C4 совершил наезд на неустановленного пешехода. Женщина, со слов водителя, переходила проезжую часть перед близко идущим автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Известно, что на одежде пешехода не было светоотражающих элементов. Меньше чем через сутки на 79-м километре автодороги Белорецк-Кучело-Миас неустановленный водитель, предположительно грузового автомобиля, совершил наезд на 20-летнего местного жителя. В результате аварии пешеход скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Госавтоинспекция Республики Башкортостан обращается с просьбой к свидетелям и очевидцам происшествия сообщить любую имеющуюся информацию по данному факту в полицию. При необходимости анонимность гарантируется. В Башкортостане в аварии с дорожной техникой погибли два человека. ДТП произошло 16 июня в Мечетлинском районе республики на 115-м километре печально известной автодороги Крыпачево-Мисигутово-Ачит. По предварительным данным, грузовик Hyundai совершил наезд на асфальтоукладчик. За рулем автомобиля находился 57-летний житель Свердловской области. Дорожная техника находилась на месте под управлением 50-летнего местного жителя, механизатора дорожно-ремонтной организации. От полученных травм он, а также водитель Hyundai скончались на месте происшествия. Со слов очевидцев, в это время шел очень сильный ливень, практически полностью ограничивший видимость. Обстоятельства ДТП уточняются, причины аварии станут известны по завершении следственных мероприятий. С приходом теплого времени года на дорогах все чаще появляется дорожная техника, однако зачастую к авариям приводит не сама техника, а ее отсутствие. В начале весны уфимские власти запустили так называемую интерактивную карту ямочного ремонта дорог. Можно отправить жалобу на любимую выбоину, и ее залатают вне очереди. Сегодня на карте башкирской столицы отмечено около 2000 заявок от уфимцев. По данным администрации города, 936 ям уже залатали, еще 103 ждут своей очереди. Больше всего заявок приходит с улиц Жукова и Сельская Богородская. Стоит отметить, что там в настоящее время идет капитальный ремонт со снятием верхнего слоя асфальта. Такому же ремонту подвергся и проспект Октября, в том числе и получивший печальную известность в зимнее время участок возле остановки общественного транспорта железнодорожная больница. Однако не до всех дорог доберутся капремонты. На многих из них практикуется ямочный ремонт, а многие уже давно не видели дорожной техники. К дорогам, на которых не планируется делать капитальный ремонт, несмотря на внушительное количество жалоб, относятся улицы Свободы, Революционная и Комсомольская. Кроме того, без серьезного вмешательства могут остаться бульвар Ибрагимова и Уфимское шоссе. Какие существуют критерии необходимости ремонта дорог, мы узнали у юриста проекта Олега Заболоцкого. Закон предусматривает, что ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Самым понятным критерием, по которому можно определить качество дорожного покрытия, это отсутствие на нем отдельных просадок, выбоин и иных повреждений, которые не должны превышать по длине 15, ширине 60 и глубине 5 см. Закон также предусматривает ответственность за неисполнение этих требований. Так, необеспечение безопасности дорожного
дорожного движения при строительстве, ремонте и содержании дорог и дорожных сооружений влечет наложение административного штрафа размером до 300 тысяч рублей. Если же такое же нарушение повлекло за собой причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью кого-либо из участников дорожного движения, то штраф может увеличиться до 500 000. За тяжкий вред и смерть лишение свободы до 2 лет. В Башкортостане молоковоз задавил мужчину. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел 16 мая сотрудником сельскохозяйственного производственного кооператива имени Фрунзе. Мужчина, который работал животноводом, попал под колеса молоковоза ГАЗ, когда водитель сдавал назад. Происшествие случилось на выезде с территории пастбища в Федоровском районе. От полученных в результате наезда грузовика травм животновод скончался на месте происшествия. Несчастный случай признали связанным с производством. Гострудинспекция обнаружила нарушение ПДД, неудовлетворительное качество организации работы, нарушение работниками дисциплины труда. Виновных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 183 тысячи рублей. В Уфе легковушка протаранила микроавтобус. ДТП произошло ночью 14 июня. По словам очевидцев, в Демском районе города Hyundai Solaris под управлением местной жительницы врезался в Mercedes-Benz Sprinter, который был припаркован на обочине. В аварии, к счастью, никто не пострадал. Предположительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем. Все обстоятельства ДТП выясняют специалисты. Еще одна авария с участием автобуса произошла 19 июня в микрорайоне Док на улице Мушникова, где автомобиль Toyota столкнулся с пазиком. По предварительным данным, пассажирская машина двигалась по главной дороге, в то время как иномарка под управлением женщины выезжала с прилегающей территории и не пропустила автобус, в результате чего они столкнулись. В салоне Toyota находились 3 человека, в том числе 12-летний ребенок. Всех с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Точные обстоятельства и причины ДТП выясняются. Значительная доля аварий происходит по причине того, что один из автомобилей, выезжая со второстепенной дороги, не пропускает машину, следующую по главной. Так и случилось 16 июня в микрорайоне Сипайлово на улице Академика Королева. Део Нексио выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу автомобилю Renault Logan, из-за чего машины столкнулись. Удар не казался слишком сильным, однако в салоне южнокорейской иномарки пострадал водитель. Он был госпитализирован каретой скорой помощи. В избежании таких инцидентов чаще всего достаточно просто проявить немного внимательности и терпения на дороге, не пытаться пересечь ее, полагаясь на слепой случай. В Башкортостане неизвестные закрашивают дорожные знаки. По словам жителей Архангельского и Белорецкого районов, уже несколько месяцев хулиганы портят знак «Обгон запрещен». На данный момент известно о 5 случаях на дороге от Архангельска до Абзакова. В социальных сетях водители отмечают, что похожая ситуация была и в прошлом году, однако тогда художника так и не нашли. Инициативные местные жители написали обращение в ГИБДД, но дорожные знаки находятся в ведении дорожных служб, поэтому инспекторы посоветовали обратиться к ним. Напомню, по закону дорожные знаки, указатели с символами или изображениями не по ГОСТу считаются недействительными. Штрафовать за их несоблюдение нельзя. Однако за порчу знаков предусмотрен штраф в 5000 рублей. Житель Башкортостана изобрел систему пожаротушения для автомобилей, но не может ее внедрить. По его словам, для полноценного водопроизводства ему требуются заводские условия. Однако при массовом производстве устройство будет стоить не более 9000 рублей. Изобретателя устройства превентивной огнезащиты зовут Радик Галимулин, но он уверен в том, что оно поможет спасти многих людей от огня, по вине которого погибает множество людей, сгорая в автомобилях. Устройство можно установить на любой автотранспорт, и стоить оно будет в пределах 7-9 тысяч рублей. Особенно это актуально для автобусов, которые периодически сгорают на дорогах Уфы. Для того, чтобы внедрить свое изобретение, Радику Галимулину потребуются заводские условия, потому как изготовить устройство можно только в них. Однако уфимские предприятия его изобретения производить не спешат. Система состоит из 2 независимых изделий. Если электронный модуль мы уже изготовили и запрограммировали, он уже есть в наличии, все это дело работает, то сложность у нас происходит в чем? Вот эта вот деталь, это кинетический размыкатель с клапаном на выходе из резервуара с сжатым газом. То есть я, к сожалению, не могу это сделать своими руками, это нужно сделать на заводах с точными приборами. Он состоит, значит, из клапана обратного действия и самого кинетического датчика удара, который независим от электроцепи. То есть, если мы эту деталь изготовим, то, в принципе, все остальные детали уже существуют в природе, и мы можем собрать это изделие очень быстро. Процесс патентования у нас в России происходит на федеральном уровне через Федеральный институт промышленной собственности. Патентование в среднем занимает 2 года. То есть это изобретение прошло все экспертизы, прошло, значит, патентный поиск по аналогам. Соответственно, оно своего рода уникальное изобретение, и на основании этого организация выдала мне этот патент.
То есть патент защищен до 2035 года и имеет возможность продлевания. То есть документальная часть этого изделия уже, в принципе, вся готова, авторские права защищены. И если производитель заинтересуется, то он будет юридически защищен, и уникальность этой разработки будет ему стимулом для экономического роста. Стоит отметить, что само изобретение уже запатентовано и одобрено МЧС России. Кроме того, по словам изобретателя, 23 июня должна состояться встреча с главой ведомства Владимиром Пучковым. Остается надеяться на благополучный исход. Патрульный автомобиль за год проезжает более 150 тысяч километров. Мы выбираем надежность, мы доверяем бренду Peugeot. Автомобиль предоставлен компанией Танавто, официальным дилером автомобилей Peugeot в Уфе и Республике Башкортостан. Новый Peugeot 3008. Самый ожидаемый кроссовер. Обладатель премии «Автомобиль года 2017». Скоро в Уфе. Предзаказ уже открыт. Подробности на сайте peugeotufa.ru и по телефону в Уфе 240 400. Сегодня мы подводим итоги ставшего уже традиционным конкурса ВКонтакте и дарим 30 литров топлива нашему победителю Альбине. Кроме этого, мы дарим ей сертификат на получение комбо-набора от сети АЗС «Лукойл Уралнефтепродукт», ну и, конечно же, туристический атлас Уфы. Альбина, расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете по поводу своего выигрыша? Ой, ну я очень-очень счастлива. Впервые решила поучаствовать в таком конкурсе. Мне так повезло. Всем желаю удачи, участвуйте, все это реально, все это правда. Всем удачи! Следите за нашими акциями в наших соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. И, возможно, удача улыбнется именно вам. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!